Так, коллеги, давайте начнем. Так. Сегодня у нас завершающий цикл наших вебинаров. До этого вы рассмотрели актуальную социальную значимость, да? Целевую группу, цели, задачи, календарный план и бюджет проекта рассмотрели. Так, ну да, сегодня тут есть новые люди, да. Меня зовут Григорьева Сардана Ивановна. Меня зовут Мария Захарова. Я методист Единого ресурсного центра. Ну, сегодня продолжим, да? Расскажем сегодня про команду, про организацию и про типичные ошибки проектов. Так, на этом слайде вы можете посмотреть пошагово, да, как вообще нужно начинать писать проект. То есть вы можете себя проверить, да, и можете в чате написать, на какой стадии вы сейчас находитесь, да, на каком шаге. Все мы, как знаем, в самом начале мы должны определить проблему, да, выбрать целевую группу с проблемой, обозначить территорию реализации проекта, исследовать проблему целевых групп, да, и вообще сформулировать проблему. Начинаем мы писать проект вот с формулировки проблемы. Далее мы уже ставим себе цель, да. Цель должна быть достижима, конкретно измерима, да. Проблема, ситуация, как сейчас у нас, например, есть, да, на нашей территории, и цель, то, как должно быть. Вы можете себя вот перепроверить, да, по вот этому чек-листу. Потом идем дальше. Мы должны запланировать результаты, да, измеримость цели, результаты проекта. Сколько представителей целевой группы примут участие в проекте, какие изменения у них произойдут в жизни, да, каждой целевой группы. То есть это у нас количественные и качественные результаты. Параллельно идет вот стрелочка. Четвертое – это задачи. Мы ставим себе задачи, да, возвращаемся к проблеме, выделяем причины проблемы, да, препятствия на пути к достижению цели, переформулируем каждую причину в задачу проекта. Проблема, цель, да, вот, и причина 1, причина 2, причина 3, может быть, да, у нас превращаются в наши задачки. Потом идем дальше, планируем уже мероприятие. Тут уже календарный план, да, проекта должны сделать. Мероприятия – это действия, которые нужны, чтобы решить задачи. Ну, фонд президентских грантов, и мы тоже советуем, да, на каждую задачку, ну, 2-3 мероприятия. Если у одной задачи одно мероприятие, да, стоит в календарном плане, то нужно уже призадуматься, посмотреть, может, у вас мероприятий не хватает или задача у вас звучит как мероприятие, да. Идем дальше. Вот две стрелочки тоже параллельно, да, это бюджет и команда. Мы должны продумать команду. То есть мы сделали план мероприятий, да, комплекс мероприятий, потом уже планируем команду в зависимости от наших мероприятий. То есть если у нас в мероприятии стоит, например, там консультация психолога или какие-то большие мероприятия, то мы должны продумать, чтобы реализовать, организовать вот наши запланированные мероприятия, кто нам нужен, да. Тут важно набрать в команду проекта людей, которые будут постоянно работать с вами в проекте, да. Важна их квалификация, опыт, да, чтобы их было достаточно человек. Потом идем дальше, вот 7-й пунктик – это бюджет. Бюджет, вот как видите, тоже параллельно идет с командой, да. Бюджет – это отображение расходов на мероприятие плюс административные расходы. При составлении бюджета соблюдать нужно логику, да, мероприятия, необходимые ресурсы, статьи расходов, сумма, да, и тут самое главное – обосновать. А бюджет у нас включает именно софинансирование и средства от запрашиваемого гранта, да. Вот 8-й пунктик можете посмотреть, тут стоит софинансирование.
собственный вклад, вклад партнеров, помощь волонтеров. Идем дальше. Коллеги, напишите в чате свою фамилию, имя, отчество, Да, и контактные телефон. данные. Тогда мы направим обязательно всем запись наших вебинаров и всех материалов. Так, вот следующий слайд. Что проверяют независимые эксперты? Да? Указан ли опыт, квалификация членов команды? Вот обязательно нужно заполнять там, где раздел «Команда проекта». Да? Дополнительные сведения, там есть вкладочка, там обязательно нужно указать опыт и квалификацию членов команды. Также всем советуем зарегистрироваться, не лениться, да? Всех своих членов команды зарегистрировать на портале Созидатели и там уже заполнить. Потом уже, например, вы отправляете приглашение принять участие в проекте. Ваш человек принимает заявку, да, член команды, будущий член команды, и тогда уже все данные автоматически перенесутся с портала Созидатели на вот сайт Фонда президентских грантов. Описано ли в комментариях к статьям расходов бюджета? Что будет делать каждый член команды в проекте? Занятость каждого члена команды в проекте. То есть занятость это означает, например, в рамках вот вашего данного проекта, сколько времени будет работать член команды, да? И соответствует ли указанный опыт квалификации членов команды выполняемым в проекте функциям. То есть в зависимости от специфики, от смысла вашего мероприятия, да, вашего проекта. У вас в команде должен быть человек, который ну, в профессиональном смысле да, сможет реализовать вот ваш проект, ваши мероприятия. Достаточно ли членов команды и привлеченных экспертов для того, чтобы реализовать все запланированные мероприятия? Вот обязательно обращайте на это тоже внимание. Также все ли сотрудники в команде на самом деле будут задействованы в проекте. То есть обычно бывают такие случаи, да, мы включаем там в команду человек 10, да, или наоборот очень мало членов команды включаем. И, например, вот пишем, да, вот его должность в проекте, его роль в проекте. А потом по календарному плану, по проекту смотрим, нам нужен ли этот человек. То есть он оказывается как бы по контексту проекта он и не нужен. Да? Мы его просто включили, чтобы он был, и чтобы у вас вот была команда. Идем дальше. Можете вот по вот этим вопросам себя тоже сделать самопроверку, да? Да, и напоминаем, что в рамках содержания проекта у вас должна быть сформирована команда проекта. И тут обычно у нас спрашивают, да, сколько человек должно быть в команде. Но тут работает именно принцип достаточности, да? То есть сколько нужно человек, столько и включаете в команду. Если это, например, люди, которые у вас в рамках вашего проекта, ваших мероприятий принимают участие там 1-2 раза, да, в одном мероприятии, выполняют, то вот такого человека можно в команду, в принципе, не включать, да. То есть вы его привлекаете одноразово, там, двухразово, да, и уже, например, включаете не в административно вот хозяйственные расходы, да, а там, где вот оказание услуг информационных и каких-то услуг. По-моему, это 6-я статья. Так, организация-заявитель. Обязательно заполняем вот этот раздел тоже очень внимательно. Нужен сайт. Вот это про информационную открытость, да. Если у вас нету отдельного сайта, все равно прикрепляйте ссылки на социальные сети у вас, возможно. Да, сейчас есть, это ВКонтакте. ВКонтакте обязательно. Да. Инстаграм уже не... Да, Инстаграм не прикрепляйте. Не прикрепляйте. Если у вас раньше был прикреплен Инстаграм, его уже пора убирать. Да? Угу. Поэтому обязательно эксперты будут смотреть на наличие вашего сайта, на его наполненность, как часто обновляется там информация. Обязательно откройте свой сайт, если вы его давно уже не заполняли, не наполняли новой информацией, новостным разделом, да, обязательно займитесь этим вопросом.
потому что эксперты обязательно откроют ваш сайт, посмотрят, когда была обновлена последняя информация, да, потому что бывают такие, мы сами уже в процессе экспертизы тоже открываем сайты, и там довольно-таки часто встречается устаревшая информация. Где с 18-19 года не обновляется у некоторых организаций информация, да? Обязательно публичные отчеты должны быть, ежегодные прикреплены. Это тоже плюс большой к экспертизе, да? Обязательно ссылки на публикации ваших мероприятий должно быть. Кроме того, есть раздел «Опыт работы организации за последние 3 года». Обязательно. Если даже у вас нету реализованных за последние 3 года проектов, включайте мероприятия большие, да? Либо какие-нибудь акции благотворительные, если вы делали. Обязательно надо показывать свой опыт работы. Я еще хочу добавить, да, тут обычно вот руководитель проекта, да, ну, идейный вдохновитель, автор проекта прикрепляет вот свою личную страницу. Если вы прикрепляете свою личную страницу, да, ВКонтакте, например, то она у вас тоже должна быть именно как рабочая. То есть эксперт заходит и смотрит, и должен увидеть то, что вы действительно работаете, да, действительно у вас есть такая организация, и действительно вы занимаетесь такой вот деятельностью. Также сейчас, например, вы можете перед подачей зарегистрировать страничку, да, вашей организации, и потом уже в процессе, вот сейчас, например, будет заявка проходить модерацию, экспертизу, и в это время вы можете успеть ее наполнить. Вы не думайте, что вы перед отправкой обязательно должны все это вот заполнить, да, это вот большой труд, занимает много времени. Вы можете сделать, ну, открыть страничку, прикрепить уже ссылку, и потом уже после, например, подачи заявки можете начинать ее заполнять, да, и к тому времени, пока вот ваша заявка дойдет до экспертизы, у вас должна быть вот своя страница. Рассказываем про свои добрые дела, мероприятия и проекты, да? Интернет-ссылки на публикации. То есть, если вы выходили, например, в СМИ, телевидение, радио, да, про вас писали статьи, все это обязательно прикрепляйте к заявке. Дополнительные документы – это соглашение, авторские технологии, издания, может, у вас есть такие материалы, да, собственные, и вашей организации. Тоже обязательно прикрепляйте, если, конечно, это касается вот тематики вашего проекта. Да. Видеоотзывы целевых групп экспертов можете также прикреплять, сделать видео, да, обосновать таким образом также вот актуальность вашей деятельности. И публичные отчеты не забываем. Вот. Пишем спойлер от 1 балла и выше. То есть за публичный отчет и вообще информационную открытость есть отдельный критерий. Так, идем дальше. Инстаграм, да, сейчас уже не... Инстаграм запрещен у нас в России, да. Поэтому невозможно его открыть сейчас. Поэтому лучше Инстаграм не ставить. Да, даже когда вот мы, ну, как члены команды, да, вообще, которые проектировщики, мы все зарегистрированы в Созидателе, например, там автоматически у нас все ссылки на Инстаграм, они убрали, да, и потом уже мы добавили вот свои ВКонтакте. То есть Инстаграм мы не прикрепляем. Аналог у нас, получается, это ВКонтакте, и должны начать работать с контактом, переводить свой контент, да, так скажем, на ВКонтакте. На следующем вот слайде мы можем увидеть типичные ошибки в проектировании. Да. Тут вы тоже, пожалуйста, себя параллельно перепроверяйте. Так, начинается он, например, вот с неглубокого изучения причин проблемы целевых групп, неумение сформулировать и обосновать проблему. Возвращаемся к своей проблеме, да, мы должны обязательно изучить причины проблемы целевых групп, и у нас должно быть хорошее обоснование, да.
Неправильный выбор целевой аудитории проекта. То есть целевую группу обычно мы тоже можем неправильно выбрать, да? Поэтому себя вот насчет этого тоже перепроверяйте. Из-за пропуска этапа исследования и обоснования проблемы целевой группы не могут правильно поставить цель, задачи проекта, то есть это уже касается логики проекта, да, и подобрать наиболее эффективные мероприятия. То есть на выбор мероприятий тоже обращайте большое внимание, да, обычно мы пишем, давайте вот концерт, давайте конкурс, давайте это. Но от мероприятия зависят именно ваши качественные и количественные результаты и достижение вашей цели. В зависимости от вашей целевой группы, да, ее особенностей, вы должны выбирать именно вот какой формат мероприятия им больше подойдет, например, да, вот с такой логикой должны подходить. Вот это мероприятие, после реализации вот этого мероприятия, выйду ли я на результат, который я хочу достигнуть, да. В зависимости вот от целевой группы, местоположения, да, мероприятия, нужно продумать, например, еще технологию. Какую технологию вы будете использовать именно вот для вовлечения своих целевых групп в ваше мероприятие. И когда составляем календарный план, про вовлечение не забываем, да? Да, потому что мероприятия устаревают, а нам нужен новый уникальный проект, поэтому в этом направлении тоже подумайте, как путем современными, да, новыми мероприятиями вовлечь свою целевую группу в ваш проект. Тем более у нас сейчас же конкурс культурных инициатив, да, креативных индустрий. То есть тут нужно быть, покреативничать, да. Да, это обязательно. И получается, вот насчет названий даже мероприятия, да, его описание мероприятия, его смысла, да, нужно очень хорошо все продумать. Так, непонимание, как измерить результаты проекта, особенно качественные. Вот с качественными результатами у нас обычно вот тоже бывают проблемы, да, но нужно себя вот тоже у себя спросить, да, если я не могу измерить результаты проекта, значит, у меня качественный результат прописан неправильно, да, то есть я определяю свой качественный результат как-то неправильно. Нужно обратно вот там, где ожидаемые результаты, вернуться и еще раз продумать, да, какие положительные изменения произойдут у моей целевой группы, например, в рамках проекта, и обязательно заранее продумываем, вот как будем все это измерять и доказывать, да. Можете в чате написать, например, каким образом мы можем зафиксировать, да, изменения у людей, у нашей целевой группы. Накидывайте свои варианты. Так, а мы идем дальше. Несоответствие масштаба обозначенной проблемы и ее выбранного решения. То есть тут тоже должна быть логика, да. Если мы говорим про определенную проблему и выбираем ее решение, то есть тут вопрос тоже в технологии, да. Если мы говорим, вот наша проблема вот такая, то мы должны под нее подобрать определенную технологию. И вот этот подход, наш метод, да, наше выбранное решение проблемы должно быть также обосновано, логично, да, и мы должны выйти на вот свой обозначенный результат. Так, также в качестве обоснования проблемы приводится только собственное мнение. Такое часто у нас тоже встречается, да, не подкрепленные доказательствами. То есть мы вроде бы пишем, да, своими словами, но по факту, да, мы только приводим свое собственное мнение. Без изучения проблемы, да, обосновать актуальность не получится. То есть мы пишем проект не для себя, да, не ради себя, а ради нашей целевой группы. Не забывайте про это. Действие по принципу «чем больше, тем лучше». Также встречаются такие случаи,
Так, пожалуйста, кто-то, у кого-то микрофон он мешает. Что означает принцип «чем больше, тем лучше»? Да? Авторы выбирают много целевых групп. То есть обычно целевая группа, основная целевая группа проекта, да, она одна. А потом есть сопутствующие целевые группы, которые тоже в рамках реализации проекта принимают участие в ваших мероприятиях. Например, да, если мы, например, работаем с детьми, то обязательно не забываем про родителей, например, да, мы можем их включить как целевая группа. Также, например, специалисты, которые работают вот с детьми, их тоже можем включить как целевая группа, но наша основная целевая группа – это дети, да. Путаются цели с задачами, задачи с мероприятиями. Ну вот это тоже нужно себя перепроверить. Это очень часто встречающаяся ошибка. Да. Цель у нас должна исходить из нашей проблемы. Да? Если мы говорим, например, у меня грязный город, ну это я утрированно, да, как пример, у меня цель должна быть чистый город. Да? Если я говорю, что у меня там, что может быть, там много бродячих собак, цель у меня там мало бродячих собак, или их вообще нет. То есть цель, она более глобальнее, чем наши задачи. А задача – это чаще всего, вот как раз мы до этого говорили, это причины нашей проблемы. Да? И также задачи с мероприятиями. То есть обычно там, где задача, мы прописываем мероприятия. То есть мероприятия должны быть менее глобальны, чем задачи, а задачи должны быть более узкими, чем наша цель. Да. Также заявители не до конца понимают, как должна быть составлена заявка, чтобы эксперт ее хорошо оценил, не разбирается в критериях оценки. В фонде президентских грантов, да, и культурных инициатив, и фонда президентских грантов все методические рекомендации, положения, даже критерии оценки, да, методические рекомендации для экспертов находится все в свободном доступе. Обязательно нужно все это изучить, да, и мы должны составлять заявку так, да, и так, чтобы эксперт ее понял, потому что эксперты набираются со всех регионов России, начиная со всех, с Дагестана, там у вас может проверить, да, вашу экспертную заявку эксперт там с Самарской области, с Калуги, да, который вообще даже и не знает о существующих проблемах именно в вашем населенном пункте. Он, наверное, даже не знает, что есть такая республика, что она включает там сколько-то районов. Да? Вот это в этой части, что здесь проживают вот такие вот народы, у них вот такая культура. Об этом эксперты могут быть, да, даже и не осведомлены, да, поэтому вам надо так написать заявку, чтобы было очень просто, четко и понятно. Понятно и доступно. Доступно, да. То есть не надо описывать вот проблему или вообще вот в описании, да, заявки, заполнять заявку, используя, ну, если у вас какой-то специфичный такой проект, да, именно вот определенной направленности, например, IT-проект, использовать ваши профессиональные термины. Лучше прописать это своими словами, да, общими словами, да, которые, например, вот любой человек открывает заявку, читает его и понимает, да, о чем здесь идет речь. Так, идем дальше. Вот, про критерии оценки заявок, да. Пожалуйста, посмотрите данный слайд. Обязательно методичку тоже откройте, прочитайте, да. Там есть прям по критериям, что вот 10 баллов ставится, если, да, 0 баллов, там 1 балл ставится, если. И можете свою заявку также вот вместе с критериями оценки сидеть и проверять, да. Актуальность и общественная значимость проекта у нас есть критерий, соответствие творческой концепции проекта тематическим направлениям, да. В фонде президентских грантов вот такого критерия не было.
это именно критерий ну, данного конкурса культурных инициатив, да, президентского. Так, логическая связанность, реализуемость проекта, то есть это именно логика проекта, да, по проблема, цель, задачи, да, ожидаемые результаты. Уникальность творческой концепции проекта, так, реалистичность бюджета проекта, масштаб реализации проекта, объем собственного вклада привлекаемых ресурсов. Ну вот, насчет объема собственного вклада привлекаемых ресурсов, да, когда составляем бюджет, на прошлом вебинаре мы тоже говорили, пожалуйста, не забывайте про собственный вклад, даже не финансовый собственный вклад, да, и чем больше размер софинансирования, тем будет больше у вас балл, например, по вот данному критерию. Хотя у них нет ограничений, да, там не менее там, 20%, например, или там 10%, как в некоторых конкурсах. Но чем больше, тем лучше. Значимость, успешность опыта заявителя по соответствующему направлению деятельности. Обязательно нужно там, где организация-заявитель, заполнить про опыт организации, если организация как бы новая, молодая, да, нужно прописывать именно опыт членов команды, да, это может быть соответствие опыта и компетенции команды проекта, планируемой деятельности и ее масштабу. Также партнерская поддержка проекта. Ну вот, да, в президентском фонде культурных инициатив партнерская поддержка проекта тоже имеет вот огромное значение, да. Например, если у вас вот, можете тут на таблице увидеть, да, не более 500 тысяч рублей запрашиваете, то, соответственно, коэффициент значимости, да, именно партнерской поддержки, да? 10-го критерия это 2. То есть по одному критерию можно набрать 10 баллов, да, максимум. Если вы, например, наберете тут 10 баллов, умножаете его на 2, да, на этот коэффициент. То есть 20 баллов, если у вас заявка менее 500 тысяч, да, не более 500 тысяч рублей, 20 баллов максимальных вы можете получить именно вот по критерию партнерская поддержка проекта. Да? Если вот сумма маленькая, менее 500 тысяч, объем собственного вклада и успешность опыта, видите, 0,5 баллов. То есть вы можете тут набрать максимум 5 баллов. Да? Масштаб стоит 0 баллов. То есть масштаб у вас может быть именно маленький, и в рамках, например, одного населенного пункта это может быть. Да? Бюджет 1,5 балла, то есть максимум вы 15 баллов можете набрать. Логика, уникальность по 10 баллов. Творческая концепция вы можете набрать 15 баллов максимум, да, и актуальность можете набрать максимум 10 баллов. Так, ну, но здесь, значит, получается, что на проекты не более 500 тысяч рублей основной вот упор, да? Да. Делается на соответствие творческой концепции проекта, реалистичность бюджета. Ну и вот на партнерская поддержка как раз. Проекта. Да. То есть если у вас есть хорошая партнерская поддержка, можете набрать уже 20 баллов, да? Так, ну выше 500 и до 3 миллионов. Здесь уже по-другому да, оценивается. Коэффициенты, посмотрите, тут партнерская поддержка можно набрать там максимум 10 баллов. Уникальность творческой концепции уже, видите, 15 баллов, да, и больше упор на актуальность идет, да, актуальность, уникальность и реалистичность бюджета. Так, ну вот тут у нас напоминаем, да, то, что у нас окончание приема заявок уже 7 июня. Осталось-то сколько? 9 дней? Ну да, неделька осталась. Да, желательно направить чуть пораньше. Да? Если вы, да, уже направлены экспертизу нам, то мы обязательно с вами свяжемся. Если хотите только отправлять, то, пожалуйста, отправляйте. Да, на этой неделе только мы успеем посмотреть. На следующей неделе уже мы на экспертизу проекта не будем принимать. И уже вот объявление победителей не позднее 31 августа, да. То есть у нас будет на проверку июль, да, август, и уже да, объявление победителей. Скорее всего, тогда экспертиза будет проводиться в июле, да? Угу.
Поэтому до июля месяца вам надо будет посмотреть Ну вот свои социальные социальные сети и привести в сайты, порядок, да, успеете. Идем дальше. Ну вот это наша контактная информация, электронная почта, контактный телефон, вот номер администратора. Администратора зовут Владимир, обязательно звоните, пишите, если хотите записаться на консультацию, да, Отправляйте экспертизу. свои заявки в Ага. PDF-формате на нашу Вы электронную делаете почту. это через администратора и через наш портал, да, ercportal.ru. Так, смотрим чат. Якутские названия принимаются со справкой Института гуманитарных исследований Петровского 1. Название может быть на якутском языке, да, может быть, но обычно, например, там в скобках, да, значение нужно указывать, да, обязательно. Название может быть и на английском языке, но тоже название на русском нужно обязательно указывать, да. И если вы используете якутские названия, то обязательно в описании нужно написать, ну, какой смысл имеет вот это вот слово, да, или словосочетание, и что оно означает, и почему именно вот ваш проект назван так, да, то есть должна быть логика все равно, да. WhatsApp можно использовать в рекламе. Так, это что реклама? Нет. Информационная открытость, скорее всего, WhatsApp невозможно. Да, потому что это мессенджер, потому да? что это мессенджер, приложение для обмена сообщениями, поэтому нет, лучше WhatsApp не указывать. Да, если вы еще не начали заполнять заявку, но собираетесь подаваться, да, обязательно сразу заполняйте на портале, да, онлайн, потому что времени потом у вас перевести, например, это с Word в электронную версию на портал займет очень много времени, потому что там очень много нужно заполнить, да, на это, на заполнение уходит вот время. Поэтому все лучше делать параллельно. Да, сразу на портале заполняйте. Вопросы у кого-нибудь есть? На какой стадии у вас находятся проекты в настоящее время? Расскажите нам, подключите звук. Можем провести экспертизу онлайн сейчас, если вы нам покажете заявку. В принципе, у нас еще есть время. Подскажите, когда следующий этап? Когда можно подать заявку еще? После 7 июня. Так, у нас такая есть, да? Такой информации у нас пока нету, но, как мы знаем, Фонд культурных инициатив проводит конкурс 2 раза в год. Это уже второй конкурс 2022 года, да? Поэтому, скорее всего, ожидаем в ноябре первый конкурс 2023 года. И сейчас идет уже специальный конкурс, да? Но это уже как бы... очень короткий. Да. Поэтому... То есть до 7 июня постарайтесь успеть, а потом уже второй конкурс, сроки пока неизвестны точные. Так. Я имел в виду название организации, которая идет только со справкой. Название проекта, конечно, по вашему объяснению. Спасибо, Семен. Дорогой, вопрос тахпын. Это эти курдук, село Намцы. Эти только президентский гранга блика и лахтариген гранга чубайтек кепсик неререкечек как обмен опытом курдук. Онтон бу культурных инициатив эмек инни курдук оңроргу полар. Кыйлахтары ыңран кеге живой, кеге кепсеттагына өдүрде вопрос по деген тух курдук. Онну кехине кемеметин рагы полар шөбә булыта. А так хорошо, хаяппыт. А так плана билет доктора тахартылы учи. Статьялар про победителей мы стараемся рассказывать, да. Именно победителей, бейлеры, капсилеры. И потом можем, конечно, пригласить как гость, да, и они могут рассказать именно про опыт реализации, да, опыт реализации. Да, как начали, как что, эти фонды генеральные фонды
Фонд культурных инициатив тахсаликтар быгалахчахин кативина. Хорошо, спасибо. Подумаем насчет этого. Уна сахалы туунан эме кепсетинлere эбите боллар. Маннык мероприятиялар. Ну мы стараемся, да, чтобы всем было доступно рассказывать на русском, но на якутском мы тоже, конечно, можем. Тон экспертиза вот сахалы на нучалы бараш. Да, ну на личную Личные консультацию, консультации вот там на уже, вот это, да, ага. на якутском, например, мы Ага. можем Уна те общаться. предпринимательлер генергалеме этефин бара предпринимательлер вот тон сахтанерлер быгалахти фонд культурных инициатив. Бихидики это в смысле сахариттен. Не хобер информация вот оттон. Не мер информацию не күйрдө калар этегем тухтугунуттан. Ну, да, информационную Санабынетем. кампанию, рассылку делаем по нашим всем контактам. Предприниматели тоже подключаются, тоже участвуют, да. И, ну, вот только начали. Онтон на пандемия вот кычабыт нан связьтен онлайн болар, офлайн болар мечөбә булуда. Кеһи бебетин китер кепситиһен, элбага биләтчи дибатта. Ол курдук. Уру камечөбә тукон урара тигечи демин демия. Бага ханалар бул үллесен. Хорошо. Село намта. Потом мы уже, да, вот будем офлайн, да, в очном формате уже делали. И уже обучение им проводили. И будем еще проводить, конечно. Будем ездить, будем проводить. Если, например, от муниципалитета поступает заявка, да, например, пожалуйста, вот у нас вот столько людей, НКОшек, или вообще людей, которые хотят писать проекты, соберем, пожалуйста, к нам приезжайте, где-то мы обычно приезжаем, да, сами Примерно выезжаем. каскине комуйдахтарына бар булачны. Но это зависит от, Выясора вообще, обычно переговоры мы ведем с муниципалитетом самим. Агаяк кие хабилден турар барбаппыт ол Ато элбакин. хеп олен агаяхтен тугай төһөлбөх болар идеммен итахатын. Каскихни өлбөх каскихи бола хүлбе. Кеһе өлбөх ту агаяк ту он кеһе өлбөх Ты вестен хагалан. сүрбе вестен. Да, очоны би уже Обычно очно... агаяк кеһелях боланы продуктивный болачы ден. Нет, ну до 25 человек, 25-30 человек полноценный тренинг мы, например, можем провести. Если очный формат была, в тренинговой форме была, она бы ничего болар блади, а не, например, вот мы приходим и как лекцию рассказываем. Да, с так уже практическими занятиями, да. С разделением на группы. Хорошо, спасибо. Ага. Так. Ну, если вопросов нету, пока еще никаких вопросов не поступало. Кто-нибудь на экспертизу хочет показать проект сейчас вот онлайн? Можем провести на оставшееся время. Да. Ну, по заявке. Так. У нас никаких вопросов нету. Ага. Ну, если вопросов нету и нету желающих там на экспертизу проект показать, то, наверное, мы завершим наш эфир, да. Все контакты, так, вы наши знаете, свои контакты, если до этого участвовали, отправляли, то у нас есть ваши контакты, обязательно запись, материалы мы отправим, да, рассылку сделает наш администратор Владимир. Ага. Так, спасибо, все доступно, нужные семинары. Хорошо, запись обязательно отправим. Да, отправляйте свои проекты на экспертизу, обязательно посмотрим. Да, успевайте на этой неделе. Постараемся в очень краткие сроки. Сейчас у нас прям каждый час расписан. Да, не затягивать. Эта неделя у нас посвящена просто экспертизе. У нас тут каждый день звонки с утра до вечера, да? Поэтому успевайте, не затягивайте. Да. Спасибо вам. Ага. Спасибо. До свидания. Желаем удачи, да, в разработке проекта. Так. До свидания. До свидания. До свидания.